сказать. Хорошо. Коллеги, всех приветствую. Начнем работать. Кратко доложу о моей поездке на прошлой неделе в Москву. О главном. Мы встречались с федеральными министрами, заместителем председателя правительства. Первое. Здравоохранение. С Михаилом Альбертовичем Мурашко встретились с командой, обсудили нашу ситуацию в здравоохранении. В первую очередь, конечно же, по объектам здравоохранения, по фельдшерским, акушерским пунктам. По многим вопросам, собственно, нашли поддержку. Ну и в силу того, что проблем много, вопросов много, решили, что будем совместно с Министерством здравоохранения в неком формате рабочей группы
решать эти проблемы и вопросы в республике. И сегодня Михайлова Надежда Александровна чуть позже доложит о том формате работы, который мы предлагаем. Ну и о главном. Вы знаете, что у нас достаточно существенный, серьезный дефицит школ, детских садов. Если по детским садам мы очень активно начали строительство, в этом году тоже несколько объектов, то по школам считаем, что надо строить больше, именно в силу того, что таких вот объектов потребность в школах уже вчера у нас в нескольких, в Ижевске в первую очередь, Завьяловский район и в некоторых у нас муниципальных районах. О чем, собственно, договорились, что и Сергей Сергеевич Кравцов, и Татьяна Алексеевна Голикова окажут содействие в вопросе выделения дополнительных средств в этом году уже, в этом и в следующем, для строительства к тем школам, которые мы уже у нас в бюджете уже строим, для строительства еще 3 школ. И главы районов, сразу вас хочу ориентировать на достаточно оперативные действия в этом вопросе. Ярослав Ильич, возьмите под контроль. Это Завьяловский район, Пычанки. Это Селтинский район, в Селтах, школа. Значит, и Воложский район, по-моему, Большой Волков, если я не ошибаюсь. Значит, мы при любых обстоятельствах в этом году должны начать строительство, потому что это 3 у нас территории, где ситуация критическая. Большое Волково и по состоянию школы, и по переполненности. В Селтах, мы знаем, начальные классы перебегают дорогу, чтобы покушать. Ну а в Завьялово у нас уже гардеробную, значит, перестроили под учебный класс. То есть там уже по факту 3-я смена. То есть это вот та ситуация, когда есть деньги, нет денег, надо находить возможности и, соответственно, строить. Мы представили новый план, новую стратегию до 2024 года по строительству школ и сделали запрос на существенное увеличение объектов ежегодно. Если мы сейчас строим 2-3, то должны строить как минимум 4-5 школ. Все, значит, к главам обращаюсь, все ваши, собственно, предложения мы, вы знаете, оценили через призму прогноза и в первую очередь даже не с точки зрения рождаемости, а с точки зрения экономики. Вот. И все объекты, которые посчитали с этой точки зрения возможно включить, мы включили, представили федеральному заместителю председателя правительства. Соответственно, для того, чтобы выполнить эти обязательства перед гражданами, нам надо не только ориентироваться на федеральный бюджет. К слову, в 2018-2019 году, я напомню, нас поддерживают достаточно существенно. 9 миллиардов 700 миллионов рублей – это дотации. Так вот, не только ориентироваться на федеральный бюджет, но и самим работать над эффективностью расходования бюджетных средств. И в этой связи то, что у нас будет совещание после аппаратного совещания, связано с административной и бюджетной реформой, коллеги. Уже 1,5 года мы над этим работаем. Хотим строить школу, давайте показывать свою эффективность. Хотим бассейн с Ледовым дворцом, давайте показывать свою эффективность. В Минспорте мы также встретились и обсудили в том числе объекты, которые хотим дополнительно строить по формату ГЧП. У нас в крупных наших муниципальных районах нет по-прежнему бассейнов, не везде есть хороший лед. Игринский район, мы с Увинским районом разговаривали, Болезинский район. Есть инициатива, есть проекты, но то, о чем я вот сейчас сказал, давайте вместе искать возможности. Если Игринский район показал, собственно, свою эффективность, отпроектировали, теперь наша задача вам помочь привлечь и внебюджетные, и федеральные средства. Я могу сказать, что с уверенностью на 90%, что в
в 2021 году мы начнем строить. Вот. С учетом того, что, о чем мы договорились. Вы административную реформу проводите, изыскиваете средства, мы их оставляем, вы на них сделали проект. Теперь вот наша обязанность привлечь средства. Мы это сделаем. Поэтому, коллеги, работаем в таком формате. Вот, но в целом поездка позитивная. Мы общались также с экономическим блоком. Некоторый период будет на перезагрузку работы проектных офисов, но первое наше аппаратное совещание, собственно, говорил об этом. Сейчас хочу повторить, что практически по всем национальным проектам и входящих в них федеральных проектах деятельность нашей с вами команды в 2019 году оценена положительно. Но с каждым годом будет все сложнее и сложнее. Поэтому не расслабляться, коллеги, задачи стоят очень серьезные. И давайте в таком же режиме продолжать дальше работать. Следующий вопрос. Я хотел бы вам представить у нас нового члена команды, который был назначен 27 января на должность советника главы Удмуртской республики по международным связям. Это Рябов Дмитрий Александрович. Вот он здесь. Да. Родился в Ижевске, окончил ИЖГТУ. В общем, где родился, там и пригодился. Ездил, в общем, и вернулся сюда. У нас большая повестка международная с точки зрения бизнес-миссии. Только 8 территорий будут, 8 государств с моим участием. Поэтому нам, безусловно, нужно усиливать это направление. И вот в лице Дмитрия Александровича, надеюсь, мы это и сделаем. Давайте по традиции в оперативной обстановке в сфере обеспечения общественной безопасности Попов Алексей Владимирович, министр внутренних дел. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемый Александр Владимирович, уважаемые участники аппаратного совещания, докладываю. За период с 1 по 14 февраля правоохранительными 6 убийств, 8 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, из них 2 с причинением смерти, 1 разбойное нападение, 24 грабежа, 78 краж денежных средств с банковских счетов граждан. Раскрыто 329 преступлений, в том числе в категории тяжкие либо тяжкие 76. Задержано 13 лиц, находившихся в розыске за совершение преступлений различной степени тяжести. Установлено местонахождение 52 граждан, без вести пропавших, в том числе 25 несовершеннолетних. Задокументировано 66 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 42 факта их сбыта. За совершение данной категории преступлений задержан 41 гражданин. Из незаконного оборота изъято практически 2 килограмма наркотических средств. Хочется остановиться на следующем. 13 февраля сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан курьер с Пермского края. В ходе проведения обысковых мероприятий изъято наркотическое средство героин массой практически 1,5 килограмма. Естественно, средство шло для сбыта впоследствии путем тайниковых закладок на территории Удмуртской республики. 11 февраля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Садовом доме на СНТ «Яблонька» Воткинского района обнаружена и ликвидирована подпольная нарколаборатория по изготовлению синтетических наркотиков. Изъято в общей массе практически 550 грамм наркотического средства. Лица задержаны, привлекаются к уголовной ответственности. Хотел бы обратить в этой связи глав муниципальных образований, что мы все участвуем в программе, которую возглавляет Александр Владимирович, за здоровье нации, как говорится. Да? Времени на раскачку, как в прошлом году, нету. Попрошу всех участвовать в этом проекте. Значит, все прописано просто и прозрачно. При поступлении финансирования, значит, с регионального бюджета попрошу участвовать по профилактике наркопреступлений. В сфере миграции выявлено 33 административных правонарушения. По экономике возбуждены уголовные дела по 31 преступлению в сфере по данному направлению. 9 из них коррупционной направленности. Хотелось бы тоже отметить, что в Малопургинском районе 12 февраля сотрудники полиции незаконно
за незаконную организацию и проведение азартных игр посредством сети интернет в составе организованной преступной группы задержано 4 человека. Обращаю тоже внимание всех глав, поселок небольшой, все это видно прозрачно, если есть какая-то информация, выходите на руководителей тероргана, будем документировать и замедлительно реагировать, чтобы вот тоже вот в эту зависимость наши с вами граждане республики не попадали. По факту мошенничества задержаны участники организованной преступной группы, которые на протяжении 3 последних лет под предлогом приобретения товаров народного потребления по завышенным ценам в рамках реализации нацпроекта «Здоровая Россия» похищали имущество граждан. Общее количество превышает более 200 человек потерпевших. Все это граждане пенсионного возраста, не только каких-то там отдаленных пунктов, но также и столицы Удмуртии. То же самое, при появлении каких-то лиц, прошу ориентировать старейшин небольших деревень, поселений, чтобы они информировали, в свою очередь, глав муниципальных образований, и те информацию передавали на наших руководителей территориальных органах, да, незамедлительного реагирования по той причине, что у нас потерпевшим являются, скажем так, малообеспеченные слои населения, доверчивые наши пенсионеры. В рамках работы по профилактике преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, с улиц удалено и привлечено к административной ответственности 710 нетрезвых граждан, в том числе 10 ребятишек. На дорогах республики с 1 по 13 февраля 2020 года зарегистрировано 738 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 52, к сожалению, с пострадавшими. Из них 9 ДТП с погибшими. Это у нас 4 в Завьяловском районе, 2 Сарапул, 1 Ижевск, Алнашском, Воткинском и Ярском районах. Получили травмы различной степени тяжести 56 участников дорожного движения, в том числе 5 ребятишек. 2 Ижевск, Завьяловский район, 1 это Болезинский район. Обращаю внимание на это, но мы сегодня выносили вопрос, присутствует начальник управления ГИБДД подполковник полиции Набиев. Он отдельно остановится, поработает с главами более подробно в рамках... После этого совещания мы как раз начнем наше совещание с главами с короткого доклада. Да. Как раз в рамках указа президента, да. За нарушение правил дорожного движения возбуждено 7573 дела об административном правонарушении, в том числе выявлено 187 водителей с признаками опьянения. Аресту административному подвергнут 51 человек, возбуждено 20 уголовных дел по выявленным фактам повторного управления транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. С начала текущего месяца обеспечим правопорядок при проведении 45 мероприятий с массовым пребыванием граждан, в том числе 24 публичных, 17 спортивных, 4 культурно-зрелищных, в которых приняло участие более 32 тысяч человек. Осложнений обстановка не имела, ЧП не допущено. Спасибо, готов ответить на весь вопрос. Да, как всегда на высоком уровне обеспечили безопасность. Спасибо. Алексей Владимирович, присаживайтесь. Об оперативной обстановке в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций Фомин Петр Матвеевич, начальник Главного управления МЧС России по Удмуртской республике. Пожалуйста. Алексей Владимирович, уважаемый президиум, уважаемые коллеги, за период с 16 января по 17 февраля на территории республики ЧС не зарегистрировано. Отмечается социально значимые происшествия, их было 8. 18 января нарушение холодного водоснабжения, деревня Кестым, Болезинский район. 20 числа восстановлено силами предприятий инженерной техники подрядной организации Болезинская межхозяйственная строительная организация. 26 января 16:15 аварийная ситуация в городе Ижевске в системе теплоснабжения. 18:50 силами УКС проведены работы по переподключению, подаче теплоснабжения, и теплоснабжение жилья не нарушалось в этот период. К 2 часам 27 января полностью восстановлена работа теплоснабжения в штатном режиме. Для ликвидации привлекались значительные силы УТП РСЧС и силы средства МЧС России. 29 января Завьяловский район в селе Первомайский обнаружено на местах складирования щелочных растворов и кислот. Здание сплотилось по договору между предприятием, которое имело это здание, и ООО «Промтехбезопасность». Данное предприятие имеет лицензию, но задача была у них утилизация, но они пока складировали, разливов не допущено. 30 января было заседание КЧС, материалы рассмотрены, вопросы переданы правоохранительные органы, и поставлена задача охраны здания и вывоз и утилизация этих отходов. 3 февраля нарушение холодного водоснабжения города Ижевск.
на улице Холмогорова. Силами Ижводоканал аварийно-восстановительные работы завершены, своевременное водоснабжение восстановлено. 4 февраля Юкаменский район, село Верхний Уни, в результате схода снега погибла хозяйка дома, к сожалению. В городе Ижевске то же самое, 4 февраля, у ресторана «Отдых» сход снега на Советский дом 8, пострадал прохожий. Считаю целесообразным главам района еще раз напомнить, мы, как только информация была с гидромета, уже 3 дня там по СМС-сообщениям, всячески по телевидению, радио сообщали о возможных сходах и падении сосулек, и очистке крыш домов, зданий. Но, к сожалению, вот допустили 2 случая, которые произошли. Считаю целесообразным продолжать реагирование. У нас уже пойдут оттепели и ночью морозы, поэтому объекты с массовым прибыванием людей в первую очередь должны быть очищены от снега. Мы еще раз это акцентировали под руководством председателя КЧС Ярослава Владимировича Семенова на КЧС, что подготовка всех собственников организаций – основа безопасности проживания в этих объектах. Зарегистрировано 2 техногенных пожара в частном секторе Яшурбодинский район. В результате пожара погибли 2 человека. Причина пожара – неосторожное обращение при курении с огнем. 9 февраля техногенный пожар в частном жилом доме, город Можга, улица Казанская. В результате пожара тоже погибли 2 человека. Причина – недостаток конструкции электроснабжения на электрообогревателе. С начала года зарегистрировано 185 техногенных пожаров. Уменьшение произошло на 10%, гибель 11 человек, уменьшение на 35%. Это я, Александр Владимирович, спасибо вашей поддержке. Мы постоянно главам и всем организациям говорили об извещателях. Это уже сработка извещателей всегда позволит обеспечить такое понижение гибели. И профилактическая работа в школах и на предприятиях продолжается и будет продолжаться настойчиво. Причина пожара представлена на слайде. Неосторожное обращение с огнем 31% составляет. Это где гибель произошла. Неисправность электрооборудования 26%, нарушение требований печного отопления 25%, поджоги 8%, неисправность транспортных средств 7%. Более 91% пострадавших зарегистрированы пожары в жилом секторе. При этом 90% погибших и 23 травмированных находились в состоянии алкогольного опьянения. Вот результат, поэтому работу надо проводить и в организациях, и в телевидении, в радио, продолжать эту работу, и мы достигнем такого результата, который мы имеем уже за 1,5 месяца этого года. Благодаря вашей поддержке, Александр Владимирович, и выделенным дотациям республики, прошлый год уменьшилось количество пожаров у нас. Даже если учет мы начали вести по-новому, у нас на 10% снижение пожаров. А гибель людей в прошлом году 23%. Начало года уже 39%. Ну, постучим по дереву, чтобы дальше так продолжалось. Я думаю, вместе мы эту беду осилим. Пожар уносит все, и ущерб уносит, и гибель, особенно молодых, когда погибают. Это страшное дело. С момента становления льда у нас произошло 8 происшествий на льду. 5 происшествий только вот за этот месяц, при которых погибли 5 человек. Спасены 8 человек. И новые технологии, применяемые даже вот на рыбалке, уже ведут к новым происшествиям. Раньше ездили на этих каракатицах, резиновых подушках, они как спасательные круги были, а сейчас они ездят все на снегоходах. И даже на болотоходах, снегоболотоходах, и они все тонут. Поэтому будем работать совместно с Министерством, с Главным управлением по надзору за сельхозоборудованием. Это относится к сельхозоборудованию, снегоходы и болотоходы. Вместе мы уже заключили соглашение, будем продолжать совместную работу и рейды по данным объектам. Гидрологическая обстановка на территории республики остается в норме. Проведено КЧС по подготовке к паводку. Открытых мест мы тоже купание говорим, но уже будем запрещать в ближайшее время даже выход на лед, потому что лед в норму не пришел. Только один у нас переход сделан, ледовые замеры льда продолжаются, переход работает, один ледовый, и остальные мы не открывали и не будем открывать уже. Подготовка к паводку. Проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям. Средний срок вскрытия рек Удмуртии, предполагаемый, прогнозируем 15-24 апреля. На 2-4 дня раньше средних сроков, чем было ранее. Продолжительность весеннего ледохода на реках
состоит от 3 до 7 дней, но если резкое будет потепление, как было это в 2016 году, то мы можем иметь такой же паводок, как в 2016 году. Но у нас есть старожилы, товарищ Скворекошин Владимир Иванович говорит, может быть, как в 79-м. Кто 79-й год помнит, 79-й год у нас характеризовался сильнейшим паводком за все годы Удмуртской республики и Удмуртии самой. Были паводки, когда не было прудов, когда строить начали пруды, они все переполнились, особенно Ижевский пруд. Он переполнился, и было рукотворное затопление в 1979 году. Если не произвести рукотворное затопление, то плотину бы снесло, у нас бы еще были сложнее последствия. Поэтому у нас все пруды сейчас срабатываются, Ижевский, Воткинский пруд срабатывается Пудемский, Камбарский пруды. Это основные пруды, которые на особом контроле и Ростехнадзора, и Министерства природных ресурсов. Также имеется у нас очень много прудов сельских, до 5000 прудов в сельских районах, главы поселения вы знаете. На этих прудах мы имеем серьезные последствия. Вот Якшурботинский район, пруд сошел зимой. Были таяния, стекание со всех улиц воды в речку, и маленький пруд сошел. Вот в республике на сегодня мы имеем 24 населенных пункта, подпадающих под потопление, более 1700 жилых домов, 10 объектов экономики, 4 социально значимых объекта, 21 автомобильный мост, 25 участков автодорог, 16 участков железнодорожных мостов и 7 железнодорожных мостов. Также имеем низководный мост в Воложском районе, который ежегодно подтапливается и выполняет задачу, после паводка продолжают люди там проезжать. У нас населенных пунктов сегодня нет закрытых от передвижения сил спасательных, скорой помощи. Все населенные пункты готовы, через объездные есть маршруты, все маршруты подготовлены, занятия все проведены. Будем проводить еще тренировки по подготовке. Информирование населения организовано по всем средствам массовой информации с установленным вашим поручением, Александр Владимирович. Продолжаем, и Сергей Витальевич, там, и выходные дни у нас есть взаимодействие по информированию населения. 14 февраля в городе Воткинске торжественно открыт уже учебно-тренировочный центр с присутствием заместителя руководителя Главного управления пожарной охраны России генерал-майора Дешкина Владимира Олеговича. Спасибо вам огромное за поддержку. После встречи с министром прошел год ровно. За год мы с вами достигли высоких результатов. Спасибо вам за поддержку и в строительстве, и в работе, и в финансировании муниципальных образований по вопросам пожарной безопасности. Доклад окончил. Спасибо за внимание. Спасибо, Петр Матвеевич. Вы чего на показ фильма «Калашников»? Был я же. Вы-то были, ветеранов, аж что не пригласили? Был в командировке, исправлюсь. Да. Сергей Витальевич, как мы, коллеги, 15 числа в субботу у нас был большой день для предпринимателей, и после обеда был такой закрытый показ. Впервые показали фильм «Калашников», фильм прекрасный. Мы для, собственно, ваших коллег, Петр Матвеевич, для заводчан наших, ветеранских организаций хотим договориться сделать еще такие специальные показы, чтобы все смогли посмотреть комфортно, потому что фильм замечательный, действительно. Поэтому 20 февраля, по-моему, идет прокат. Всем рекомендуем. Петр Матвеевич, спасибо за работу. Ярослав Владимирович у нас с вами взаимодействует по всем вопросам ЧС. Понятно, что у нас погода вносит свои коррективы, но мы должны быть всегда готовы, и все, что необходимо с точки зрения бюджетной обеспеченности, пожалуйста. Александр Владимирович, коллеги, начну с того, что такого глобального ремонта объектов социальной сферы не было, мягко говоря, давно, поэтому название «большой ремонт» в полной мере себя оправдывает. Данная программа нацелена в первую очередь, конечно же, не на эстетические характеристики, а на
обеспечения безопасности зданий и повышения энергоэффективности. В течение всего года мы проводили большую аналитику, собирали информацию с глав муниципальных образований и руководителей ведомств для того, чтобы сформировать перечень объектов. Он перед вами, 640 объектов, не буду перечислять по всем направлениям этой работы, но сумма была определена 3,2 миллиарда рублей. На следующем слайде вы увидите распределение средств в 2019 году. Как вы видите, 57% это средства бюджета Удмуртской республики. Следующий слайд показывает количество объектов, 506, которые были отремонтированы в 2019 году. Здесь вы можете видеть каждое из этих направлений. Но я больше хочу обратить, коллеги, ваше внимание на следующий слайд, где мы говорим о том, почему не все 646 объектов были отремонтированы в 2019 году. Вот если на первый пункт вы обратите внимание, общее количество единовременно загруженной проектно-сметной документации. Безусловно, это не просто для нашей экспертизы отрабатывать такое количество заявок. Если в январе их было 100, в феврале еще 200, к августу еще 400 появилось объектов в экспертизе. Но я обращаю внимание глав муниципальных образований на качество подготовки проектно-сметной документации. Это говорит и об отсутствии квалифицированных сметчиков в вашем составе, и о том, что вы привлекаете порой не тех, кто квалифицированно может с этим работать. Средний срок прохождения экспертизы составляет у нас 3,5 месяца. Во-первых, у нас много замечаний, во-вторых, они долго вами отрабатываются, неполные комплекты. Поэтому я обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, на то, что качественная подготовка проектной сметной документации – это ваша зона ответственности. Будьте добры, пожалуйста, относитесь к этому повнимательно. И кроме того, следующее, когда мы говорим, отсутствие заявок на участие в аукционе. Например, Увинский район, 2 аукциона у нас не состоялись, потому что не было направлено заявок. Да, мы понимаем, что у нас и капитальный ремонт. Да, мы понимаем, что у нас большие объекты строятся в рамках национальных проектов. Но тем не менее, коллеги, пожалуйста, ориентируйте потенциальных подрядчиков, находящихся на вашей территории, о необходимости участвовать в этих процедурах. Количество подрядных и субподрядных организаций. Второй пример – это город Ижевск. Александр Владимирович, я вам докладывал, есть случаи, когда компании заявляются на конкурс в расчете на то, что потом смогут найти субподрядных организаций. Потом этого не происходит, мы пошли санкции, но сроки мы вынуждены отодвигать вправо. Следующий момент – неблагоприятные погодные условия. Безусловно, это ни в коем случае не освобождает подрядчика от исполнения своих обязательств, как было, например, на 194-м саду в Ижевске, когда подрядчик снял кровлю, не установил гидроизоляционные материалы, и потом практически на месяц срок завершения работы и, соответственно, начала учебного процесса в детском дошкольном учреждении у нас двинулся. Следующий слайд, коллеги, показывает объекты, которые будут отремонтированы в 2020 году. Это 1,5 миллиарда рублей. Здесь проведены и школы, и детские сады, и театр, и архив, и музей. Коллеги, еще раз обращаю внимание уважаемых глав муниципальных образований. Болезинский, Кесский, Кизнерский и ряд других районов. 20 объектов у нас не имеют еще положительного заключения экспертизы. Напомню, уважаемые коллеги, до 1 мая мы должны получить положительное заключение экспертизы для того, чтобы уже приступить к выполнению этих работ. И следующий слайд показывает структуру источников финансирования большого ремонта. Средства все предусмотрены, средства все есть. Нам с вами осталось только реализовать эту программу без замечаний. Доклад окончил, готов ответить на вопросы. Ярослав Ильич, Да. пожалуйста, присаживайтесь. Коллеги, вот я обращаю ваше внимание, к главам в первую очередь обращаюсь. Если глава лично не контролирует и не занимается ремонтами и стройкой, лично ничего не будет. Это показал и 18-й, и 19-й год. Вот стройка по республике, она лично на моем контроле. И также у вас должно быть в территориях. Я могу уже вперед на 2020 год сказать, у кого будет все в порядке. Потому что и в 17-м, и в 18-м, и 19-м, какие бы сложные задачи ни стояли, там
выполняли и справлялись. Проект крайне значимый. Я же приезжаю к вам, и вы видите, как меняется отношение людей. Вот мы в УВЕ были, да, нам же, что с тобой сказали, в кабинете труда плюс 7, плюс 10 было зимой, морозы. Плюс 7, плюс 10. Сейчас там тепло, они имеют возможность приоткрывать окна, минус 12 градусов было на улице, приоткрывать окна, чтобы проветривать. Учтите те ошибки, которые мы допустили в 2019 году. В целом проект реализован хорошо, но вот эти единичные случаи, как в Ижевске, как в Ярском районе, они связаны с отсутствием надлежащего контроля. Нет никаких причин, никаких стоп-факторов для того, чтобы этот проект качественно сделать. Это означает, что понятно, что не глава города, у которого помимо этого много задач и вопросов, должен приходить с утра и вечером заканчивать свой рабочий день на объекте. Но глава района есть внутри города? Есть. Там же чиновники есть, которые получают деньги? Есть. Ситуации, которые были, они нелепые. При этом в Шарканском районе, насколько я помню, до 31 августа все было закрыто. Все закончено. Потому что заранее подготовились. Объемы такие же. Ну, я имею в виду не сопоставимые с Ижевском, но по другим районам. Поэтому, коллеги, Ярослав Ильич, в субботу, каждую субботу по этот вопрос у нас, значит, входит в обязательный еженедельный контроль. Далее. Министерству строительства нашему, уважаемые главы, на этом большой ремонт не заканчивается. Мы уже начали диагностику всех наших объектов, понимаем, что то, что мы сейчас сделали и делаем с вами, это всего лишь вот самые критичные такие работы. Это кровля, правильно, и окна. Для того, чтобы надо дальше продолжать ремонт. Электрика, полы и так далее, и заканчивая оборудованием в детских садах и школах и в больницах. Огромные деньги на года. В связи с этим, Ярослав Владимирович, вместе с министерством, с главами продолжить эту работу с целью формирования бюджета на 2021-2024 года. Опять же, значит, должен быть четкий список тех объектов, которые в первую очередь нуждаются в продолжении ремонта, чтобы мы эти объекты не потеряли. И с точки зрения приоритетности сформировать этот список и включать средства в бюджет, предусматривать средства в бюджете 2021-2024 годов. Анатолий Иванович здесь? Чтобы у нас не было так, что в 2020 году вот мы запланированные, там работы еще очень-очень много. Поэтому, коллеги, проектный менеджер на территории-то вы. Утро начинается с построения подрядчика, вечером вам докладывают о том, что сделано. И тогда не будет ситуации, когда значит, кровлю скрыли, ушли на 3 дня и дождем все залило. Не будет этого. Давайте не создавать себе на ровном месте проблемы. Знаете, денег нет – плохо. Деньги есть – тоже плохо. Не можем освоить значит, качественно и срок. Мы делаем с вами огромное дело. Я видел глаза этих родителей, и преподавателей, и учеников. Поэтому давайте в 2020 году учтем эти ошибки и сделаем правильно. Обращаю особое внимание на общение, коммуникации. Потому что в половине случаев, их и так было немного, там 10-15 объектов, вовремя глава не поговорил с родителями, и создалось напряжение. Если я нахожу время с ними общаться, то вы должны перед тем, как, вот вы знаете свои объекты на 2020 год, перед тем, как туда зайдет подрядчик, встретиться с родительским сообществом, все проговорить. И, конечно же, в ситуации, когда у нас срок, родителям было высказано, что 1 октября все
все будет, а у нас январь на дворе, и там еще конь не валялся, это же недопустимо. Мы дискредитируем себя в глазах людей, хотя проект делаем важный и нужный. У кого возникают сложности, в этом смысле Министерство строительства Сурнин отработал очень четко. Мы вам сказали, мы готовы помочь. Да, мы понимаем, что на некоторые объекты нет желающих выходить с точки зрения, потому что небольшой ремонт далеко находится. Вы знаете, что у нас есть возможности, значит, вам в этом смысле помочь и поддержать. И так и происходит. У нас сложнее задача на 2020 год. Сложнее. Помимо ремонта, который за наши средства, у нас еще обязательства по 88 ФАПам. Если есть вопросы, мы после аппаратного совещания с вами общаемся, задавайте. Благодаря обращениям граждан мы выявили такую достаточно острую проблему. Это связано с нашими детскими садами и, в первую очередь, с безопасностью. Я уже выступал на аппаратном совещании, просил и депутатский наш корпус, и партию «Единая Россия» на личный контроль, такой вот особый контроль поставить эту задачу, этот вопрос. Уже некоторые результаты есть, поэтому попрошу Владимира Петровича Невоструева, как раз-таки секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» у нас, о реализации регионального партийного проекта «Безопасный детский сад». Прошу вас доложить. Уважаемый Александр Владимирович, уважаемые участники совещания, по вашему поручению депутаты, члены фракции «Единая Россия», члены партии с января 2020 года начали реализацию проекта «Безопасный детский сад». Данный проект явился на основе обращений, поступивших от граждан, которых беспокоят вопросы комфортного, безопасного пребывания детей в дошкольных учреждениях. Безусловно, эта сфера сегодня входит в зону особого внимания регионального правительства, лично вас, Александр Владимирович, и это подтверждает беспрецедентная по своему масштабу программа «Большой ремонт», национальный проект образования, благодаря которому открываются новые дошкольные учреждения, также существенно помогает создание новых мест. Однако хочу отметить, что на фоне принимаемых мер существует масса точечных практических вопросов, которые волнуют родителей и персонал, особенно в тех детских садах, которые построены до 2000 года. Цель нашего проекта – выявление депутатами на встречах с населением вопросов, связанных с пребыванием детей в детских садах, и помощь в их оперативном решении. В основном вопросы на встречах от родителей поступают по следующим темам. Это установка дополнительного уличного освещения, ликвидация аварийных деревьев, их кронирование, установка ограждений, ремонт пешеходных дорожек, точечный ремонт внутри учреждения, оборудование игровых площадок, благоустройство прилегающих к учреждению территорий. В январе проект стартовал, и встречи депутатов с родительскими коллективами были проведены в 23 учреждениях. Встречи проведены в каждом районе города Ижевска, также в нескольких сельских районах. Всю работу мы ведем совместно с администрацией города, активно информируем родителей о текущих вопросах, в том числе о мерах социальной поддержки семей, которые анонсированы в недавнем послании президента. Хочу отметить, что встречи проходят активно, родители задают много вопросов. Важной составляющей такого общения является конкретный результат, который видят жители. За период работы проекта уже установлено 21 осветительный элемент на территории садиков, ликвидировано 16 аварийных деревьев. Проект сейчас набирает обороты, монтаж еще 29 точек освещения и ликвидация 41 аварийного дерева будет проведено в ближайшее время. Это только первые шаги в этой работе. Основная масса встреч запланирована депутатским корпусом на март и апрель месяц. По итогам каждой встречи мы собираем от родителей обратную связь по установленной форме, где просим указать свои вопросы, предложения. Часть из них мы уже решаем самостоятельно и даем необходимые консультации. Но часть пожеланий требует финансовых средств. Уважаемый Александр Владимирович, по итогам реализации проекта мы предоставим вам общий реестр уже решенных депутатами вопросов и конкретных предложений от родителей по каждому садику.
Там, где потребуется вложение небольших финансовых средств, при вашей поддержке мы найдем механизмы решения наиболее актуальных вопросов. Уверен, что такая совместная работа позволит повысить комфортность, безопасность пребывания детей в наших учреждениях. Докладывать по текущей работе проекта будем в оперативном режиме. С 1 марта также предлагаем всем депутатам городских округов, сельских районов также включиться в проект и начать встречи с родительским сообществом. В ходе проекта «Безопасный детский сад» мы сделали вывод, что существует серьезный запрос на постоянные личные встречи, на обратную связь и диалог по ключевым вопросам развития республики. Это, безусловно, обусловлено в первую очередь тем, что недавние инициативы президента, озвученные послания, требуют последовательного, обстоятельного разъяснения на местах. В рамках данной инициативы на прошлой неделе в Виглицком районе прошла информационная встреча с активом района, с участием депутатов, членов правительства. На встрече была дана исчерпывающая информация о текущей общественно-политической ситуации, о мерах по развитию здравоохранения, образования, также планируемых формах социальной поддержки населения. Жители задавали много вопросов. В ходе встречи получился конструктивный разговор. Предлагаем такие встречи сделать регулярными с участием представителей законодательной, исполнительной власти и, конечно, руководства каждого муниципалитета. Уверен, что это позволит ответить на все основные вопросы, волнующие население, и своевременно информировать граждан об актуальных общественно-политических темах. Отмечу, что многие депутаты городского и районного уровня в весенний период проводят плановые собрания и встречи с населением, и поэтому приглашаю коллег включиться в данную работу. Спасибо за внимание. Владимир Петрович, напомните еще раз, какое количество у нас детских садов по поводу освещения вы доложили? 20 там с чем-то, да? Да, 21 мы уже посетили, 21 осветительный элемент мы уже установили. Еще предполагаем, что в ближайшее время 29 таких точек, Да. где будет это Коллеги, освещение всего установлено. месяц работы. И речь не идет о каких-то, значит, глобальных средствах, которые необходимо выделять в бюджете. Речь идет всего лишь о внимании к тому, о чем нам говорят граждане. Поэтому, Владимир Петрович, раз в квартал с таким докладом, это как раз работа депутатов всех уровней. Но я прошу и обращаю внимание, значит, и встреча с родителями детского сада, и обследование там детского сада не должно закончиться письмом главе. Давайте, значит, выделяйте деньги, мы тут все посчитали. У нас достаточно контрольно-надзорных органов, которые свою функцию выполняют качественно, ответственно, выписывают нам штрафы. Значит, у нас этих уже штрафов 10% от бюджета примерно. Вот. Давайте находить возможности. Когда речь идет о наборе кастрюль, как вот там по одному детскому саду в Ижевске, ну, наверное, есть возможность найти и изыскать средства, в том числе участием предпринимателей, значит, для того, чтобы решить эту проблему. Коллеги, повторюсь, недопустимо, чтобы родители собирали деньги на там, какое-то оборудование в кухню, на разделочные доски, на шкафчики, горшки и так далее. Недопустимо. Платные услуги, то есть это вне бюджет, дополнительные какие-то услуги. То, что определено законом, это одно. Причем я хочу обратить внимание, главы, и к вам, и министерство, Светлана Михайловна. У нас разные есть и школы, и детские сады. В одном детском саду все четко, никаких там нет сборов дополнительных, ну, я имею в виду, кроме как на мероприятия, средств, и на в другом детском саду смотришь, он в достаточно таком хорошем районе города Ижевска находится, ни на что не хватает, на все собираем. Поборы недопустимы. И результатом нашей этой большой работы, ну, во-первых, текущее исправление ошибок. Дерево стоит на территории, там, освещения нет. Все, этот вопрос закрыт. Это надо, значит, эту тему закрыть. И если будут необходимы, естественно, выделение дополнительных средств на переоснащение. Безусловно. Спасибо.
Присаживайтесь. Коллеги, в заключение важнейший вопрос. 2019 год у нас был объявлен годом здоровья, но мы сказали, что на этом работа над сферой здравоохранения не заканчивается. Наоборот, нам этот год дал возможность, так сказать, полностью инвентаризировать все наши проблемы. Их достаточно много, начиная от материально-технической базы, но вы видели в проекте «Большой ремонт», сколько объектов здравоохранения мы хотя бы минимально, но по самым критичным вопросам отремонтировали, заканчивая нехваткой кадров в системе здравоохранения. Команда и министерства, и, соответственно, Государственного совета работает очень активно. У меня сейчас я не могу кому-либо высказать какие-то претензии, но мы понимаем, что как минимум еще 2020-2021 год эта тема у нас в числе первых, и поэтому мы вот с Надеждой Александровной Михайловой решили, что совместно с Министерством федеральным будем работать в неком формате постоянной комиссии. Поэтому для краткого выступления, Надежда Александровна, прошу вас. Уважаемый Александр Владимирович, президиум, уважаемые участники совещания. Сегодня я выступаю здесь в первую очередь как депутат Государственного совета Удмуртской республики, и все мои выступления, где бы они ни были, в населении, в здравоохранении, здесь всегда связаны с партией «Единая Россия». 7 февраля прошла встреча с главой Удмуртской республики. Александр Владимирович обозначил вместе с нами основные проблемы сегодняшнего здравоохранения. Для решения этих проблем было решено организовать рабочую группу, куда бы входили представители как медицинского сообщества государственного, так и частного, и, конечно, представители всех органов власти. Учитывая важность проблемы, глубину этих проблем, для эффективности решения задач, поставленных перед здравоохранением, Александр Владимирович, я предлагаю вам возглавить эту рабочую группу. В своем выступлении я назвала ее, это для обсуждения, как Совет по развитию здравоохранения в Удмуртии. Соответственно, из обсуждаемых проблем определяются и основные задачи, которые должны стоять перед этим рабочим органом. Наверное, первое, и это важно не только здесь, это повышение доверия к Удмуртской республике. Мы сегодня с вами живем в век информационных технологий. И очень часто слышим в свой адрес много несправедливого. Но тем не менее и есть вопросы, которые мы должны решать более тщательно. Каждый наш поступок, каждое слово должны быть выверены и решаться только в интересах государственной власти. Я говорю так про стратегическую отрасль здравоохранения. Порядок здравоохранения – социальное спокойствие. Следующее. Конечно, в работе этой группы реализация национальных проектов должна быть в постоянном внимании. Как уже говорилось, никаких оправданий в недостижении целей, поставленных национальных проектов, быть не должно. Очень важная проблема сегодня – это повышение удовлетворенности населения Удмуртской республики медицинской помощью. Посмотрите, как много делается в здравоохранении. Кто бы и что ни говорил. Да мы 10 лет назад мечтать не могли о тех методах высокотехнологичной медицинской помощи, с которым сегодня спасаются онкологические больные, инсульты, инфаркты. Мы не могли мечтать о таком расходном материале, с которым сегодня работают медицинские работники. Но проблемы неудовлетворенности, к сожалению, есть. И связано это в том числе и с недостаточной информированностью нашего населения, о чем я скажу немножко позже. Преодоление кадрового дефицита, я бы даже сказала, уточнила, более рациональное использование имеющихся трудовых резервов. На сегодняшний день это очень важная задача, особенно в первичном, в главном звене здравоохранения. Конечно, эта работа должна быть в поле деятельности этой рабочей группы. И формирование кадрового резерва административно-управленческого аппарата лечебных учреждений. Сегодня каждый главный врач,
Каждый руководитель любого подразделения лечебного учреждения должен иметь этот обучаемый резерв. Повышение информированности населения в плане знаний программы государственных гарантий, порядков направления, госпитализации, порядков оказания медицинской помощи, я с абсолютной уверенностью говорю вам, исходя из наших встреч, что сегодня это недостаточно отработано. Я абсолютно уверена, что и большинство сидящих в зале сегодня не знают, чем занимаются страховые представители, главные защитники пациентов на сегодняшний день. Не знают, что сегодня во всех поликлиниках есть прямая быстрая связь с этими страховыми представителями. Результат работы – это только общение и разъяснение нашему населению. Если говорить о кадровых проблемах, я бы хотела вам привести данные социального опроса студентов, выпускников Ижевской государственной медицинской академии и врачей-ординаторов. Я встречалась с ними на прошлой неделе. Знаете, одну из основных проблем, которые они обозначили? Формирование не зарплаты, хотя они об этом говорили, не жилье тоже говорили. Формирование социально-психологического комфортного климата в коллективе. Они даже предлагают ввести для сотрудников самих лечебных учреждений ставку врача-психотерапевта. Сегодня очень актуально, и задача именно руководителя установить построить такую обстановку внутри коллектива. Профилактика профессионального выгорания – это тоже решение кадровых проблем. Повышение эффективности управления руководителей лечебных учреждений. Как человек, который проработал в здравоохранении чуть менее 40 лет, абсолютно точно могу сказать, сегодня решение более чем половины проблем в здравоохранении – это решение организационных моментов. Это работа руководителей всех уровней. Сегодня главный врач не должен сидеть в кабинете. Если у него проблемы в поликлинике, если частота обращений на очереди, на все, то его рабочий день должен начаться, продолжаться и заканчиваться там. Встречи с прикрепленным населением вместе с нами, с депутатами, вместе с представителями исполнительной власти. Это сегодня должно быть реальностью. Население страдает от недостаточности информации, здесь уже говорилось, и это совершенно точно. Несомненно, эффективное использование инвестиционных проектов здравоохранения должно быть тоже одним из главных звеньев работы предлагаемой рабочей группы. Почему? Вы знаете, мы отстали в этом вопросе даже от других регионов минимум на 10 лет. Вот последние 2 года работа в рамках программы государственных гарантий частных учреждений гемодиализа искусственной почки. И за 2 года не стало вопросов очереди в эти учреждения, а это же вопросы жизни и смерти. В данном случае в решении инвестиционных проектов речь не идет о замене бесплатной медицинской помощи на платную. Речь идет об участии бизнеса в оказании бесплатной медицинской помощи в рамках государственных гарантий. Здравоохранение сегодня развивается с космической скоростью, по новым технологиям, по новому оборудованию. Мы установили в больнице современный томограф. Пока устанавливали, появились уже новые разработки, такие, что дух захватывает. Никогда, никакой бюджет даже самого богатого государства не успеет за таким мощным техническим развитием. Здесь только совместная работа с представителями бизнеса. С обеспечением интереса и той, и другой стороны. Перевес в любую сторону поставить на нет эффективность этих вопросов. Для того, чтобы решить те вопросы, проблемы, которые здесь были обозначены, конечно, по каждому пункту должен быть составлен план конкретных дел, конкретных мероприятий. И я думаю, это и будет основной работой и выполнение их этой предлагаемой рабочей группы. Спасибо, я желаю всем здоровья. Да, Надежда Александровна, спасибо. Коллеги, рабочая группа будет в ближайшее время сформирована.
Мы точно понимаем и по параметрам, и по цифрам те задачи, которые перед нами стоят. Главная мысль, которую вот я считаю, что Надежда Александровна до нас пыталась донести, коллеги, конечно, все зависит от людей на местах. Я обращаюсь к главам, когда я приезжаю к вам, и мы проводим сход, мы одной командой там выступаем, и глава, и главврач. Вот вы также должны работать постоянно, потому что у нас уже есть полная картина, полное понимание относительно каждого главного врача. Есть те, которые действительно создают позитивную атмосферу в коллективе, и у них все относительно благополучно, я имею в виду относительно с точки зрения тех возможностей, которые есть. А есть у нас ситуации, когда возможностей гораздо больше, но при этом раздрай, интриги, пытаются, протаскивать своих и создают для многих профессионалов невыносимые условия работы. Поэтому помимо вопросов, которые так или иначе связаны с бюджетом Удмуртской республики, а нам, безусловно, придется выделять дополнительные средства на здравоохранение, естественно. Есть еще вопросы чисто управленческие. Поэтому здесь будет большая работа проведена главой и с вами, чтобы вас наделить определенными полномочиями по взаимодействию с медицинскими учреждениями на территориях, потому что по-прежнему продолжают поступать обращения и в адрес врачей. Кстати, много очень обращений положительных, позитивных. Есть граждане, которые просят поблагодарить и отметить врачей. Это тоже очень радует. Но нас-то главное интересуют проблемы. Поэтому по-прежнему много обращений, связанных с поведением медицинского персонала, своевременностью оказания услуги, помощи. Ну и еще раз обращаю ваше внимание. На этот год мы выделили 1 миллиард рублей на бесплатное лекарственное обеспечение. Коллеги, не допускайте вот этого разрыва, когда из-за конкурентных процедур мы не доводим вовремя лекарства. Это недопустимо. Деньги есть. Мы впервые, можно сказать, республика практически закрыла потребность в этом ключевом вопросе, в этой ключевой статье расходов. В ближайшее время мы озвучим состав этой рабочей группы, план работы, ну и действительно я ее возглавлю. В еженедельный этого года серьезно изменим ситуацию в системе здравоохранения. И, конечно же, в первую очередь по вопросам привлечения в отрасль кадров. У нас на настоящий момент 147, не хватает 147 врачей и более 1000 сотрудников среднего медицинского персонала. Как этот вопрос решать, мы понимаем. К следующему совещанию я прошу подготовиться Ольгу Викторовну Абрамову. Мы в Москве встречались и в министерстве, и с нашими партнерами, Россельхозбанком. Готова к запуску новая программа в рамках федеральной программы, государственная программа комплексное развитие сельских территорий, сельская ипотека. Деньги выделяются очень существенные, но есть особенности в этой программе. В отличие от классической ипотеки, заемщик не может на взятые средства сам строить, только через подряд. Здесь тоже есть нюансы. Главы районов, к вам я обращаюсь в первую очередь. Конечно, синергия крепкого хозяйства, которое заинтересован, как вот у нас в Селтах с тобой было, да, Столбов, да, он же сам судил деньги, помогал, чтобы люди строились. Теперь у него есть прекрасная возможность вот через такой инструмент. Синергия крепкого хозяйственника, предпринимателя, правильного застройщика, сейчас объясню, в чем речь, и банка нам даст возможности предоставить гражданам
возможности улучшать жилищные условия. Но здесь обращаю внимание, у нас сегодня будет краткое совещание по этому вопросу. Когда такие инструменты создаются, сразу есть желание у подрядчиков, у застройщиков взвинтить цены. Ольга Викторовна, Ярослав Иванович, не допустить этого. Не допустить. Чтобы вот эта вот льготная ипотека, этот финансовый инструмент, не стал дороже по итогу за счет увеличения стоимости квадратного метра жилья. Нюансов много. Мы на позиции низкого старта, нам надо участвовать в этой программе. У нас есть много предприятий на ваших территориях, которые сами готовы реализовывать даже за свои деньги. Я знаю, что в Можгинском районе уже и Вершинин готов, и в Глазовском районе предприятия. Поэтому, как всегда, деньги-то есть, но они ограничены. Поэтому чем раньше мы туда включимся, отношения Россельхозбанка у нас партнерские, очень позитивные. К слову, они подтвердили на очередной год объем финансирования нашего волейбола и, в первую очередь, школьного. Поэтому все теперь зависит от нас. Чем оперативнее мы сработаем и качественней. Но еще раз обращаю внимание, коллеги, вот просто сам буду на личном контроле. Если, не знаю, дом построить 3 миллиона, а он стал 4, не пойдет. На этом зарабатывать не дадим, потому что это тоже будет отслеживать и Министерство сельского хозяйства, и Россельхозбанк. Да, понятно, это рынок, но в этой ситуации, извините, рынок нужно регулировать. Поэтому мы должны поработать по подрядчикам, которых будем либо рекомендовать, либо нет. Иначе получится, как у нас, знаете, 10% годовых. А потом пошли там страховые эти самые страховки и какие-то выплаты, и комиссии, и в итоге получается 18 или 16. А у нас не каждый, значит, житель может в деталях и в тонкостях разобраться. Ольга Викторовна, очень внимательно над этим проектом. Коллеги, спасибо за работу. Следующее совещание у нас предварительно 16 марта. Работаем.